Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на такую замечательную тему. Это развод. То есть вот ваши отношения, вы так поняли, что движутся к разводу, или вы уже затеяли развод. Может быть, инициатор ваш муж, или вы мужчина, там, да, инициатор, или женщина. Ну, смотрите там по вашей ситуации. И у нас с вами будет 3 позиции. Мы посмотрим вот эти вот все перспективы по поводу развода. То есть будет решение о разводе, не будет. Что будет, если вы разведетесь в вашей личной жизни и в жизни этого человека. Итак, первая карта у нас будет сигнификатором. Покажет состояние ваших отношений на данный момент. Колода такая неплохая, вы ее еще у меня не видели. Видите, какая рубашечка красивая у нее. Ориентируйтесь по состоянию отношений на данный момент. То есть вы спрашиваете, будет ли развод, и как пройдет все, и что будет дальше. Такой постараюсь не очень длинно. Но все-таки. Итак, состояние ваших отношений на данный момент. И значит, первая позиция у нас амазонит, вторая позиция розовый кварц, третья позиция зеленая яшма. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Ну, это как расклад с многочисленными, конечно, вопросами. Тут 9 вопросов в раскладе. Но все-таки постараюсь как-то более не сильно растягивать его. Итак, амазонит. И первая карта – это состояние ваших отношений на сегодня. 9 кубков. Ну вот видите, тут мужик вот так вот сел, ручки сложил, да, живет в свое удовольствие, все его устраивает. Вот вам надо прям выбирать позицию по сигнификатору. Вот. Я как вижу здесь, что, скорее всего, один из вас все делает для другого, а второй, ну, просто ничего не делает. Ну, вот бывает такое. Или вам так кажется, ну, по крайней мере, и высшие силы так видят ваши отношения. Сидит, ручки сложил, живет в свое удовольствие, радуется жизни, а вы пашете, допустим. Вот так. Человек пассивный, человек ничего абсолютно не вкладывает в отношения, не работает, например, или работает, но очень мало получает, или ничего для вас не делает, допустим, даже если работает, зарабатывает, но для вас ничего не делает, очень пассивен в личной жизни, да. И вообще, конечно, мы все настроены всегда, ну, люди эгоисты, на то, чтобы, да, жить в свое удовольствие как-то. Ну, это понятное дело. Но иногда есть такой момент, что рядом с нами живут люди, и работу, которая по дому, там, да, или работу над отношениями, все же нужно делить, а не играть в одни ворота, как говорится. И поэтому вы все время тут шевелитесь, скорее всего, да, а человек просто, ну, 0. Но его это устраивает, его вообще все устраивает. Вот я такое чувство, вот, да, по 9 кубков, хорошо пристроился, да. И, конечно, вот если у вас именно такие отношения, что хорошо пристроился, ничего мне не надо, я себя тут прекрасно в этих отношениях чувствую, а то, что я там абьюзер, да, это меня не волнует вообще. То есть настолько пассивный, вот какой-то пользующийся ситуацией человек, ну, вот. Он исполняет все свои желания, но не ваши. Хорошо. Можно ли сохранить или улучшить отношения, и каким образом это сделать? Жрица. Ну, вообще, вот допустим, да, можно ли сохранить, улучшить? Это надо вот, если вы женщина, вот это мужчина, допустим, а вы женщина, да, самой тогда стать тоже пассивной. Ну, ты ничего не делаешь, я тоже не буду. Сели, ручки сложили. Своими делами занимаетесь, какие вам нравятся, и все. Живете в свое удовольствие, этот человек свое. Но даже если вы мужчина, то же самое. То есть она живет в свое удовольствие, ну ты тоже живи. Ну, не надо ради нее ничего делать.
То есть, понимаете, жрица, она такая самодостаточная, самостоятельная, да, и она не будет, ну, допустим, если человек пассивный, ему что-то делать хорошее. Ну, не будет. Она будет делать все для себя. И это может как-то подтолкнуть человека все-таки в жизни. Ну, или пусть он хотя бы поймет, да, вот, а каково это жить вот так. Но вот умеете ли вы так жить? Вот в чем вопрос. Будете ли вы продолжать, там, не знаю, содержать его, или инициировать интимные отношения, или еще что-то. Это только ваше дело. Но карты вам, высшие силы, вам предлагают выход, да? Он ничего не делает, и ты тоже ничего не делай. Научись этому, научись. Но вот сможете ли вы, это уже другой вопрос, понимаете? Многие люди этого не могут. Ну, не могут и все. Итог. К чему придет пара? Каково будет их общее решение? Тут пока общее решение почему-то остаться, вот несмотря ни на что. Но удобно. Вот понимаете, мне тут только слово «удобно» идет. Один мнит из себя того, кто все делает, второй пристроился, но почему-то удобно. Вот по каким-то критериям, понимаете? И, мол, мы друг другу все равно по сердцу, и мы можем остаться друг с другом. Вот я говорю, скорее всего, если вы справитесь с тем, чтобы вот тоже пассивничать, типа делать только все для себя, человек может активизироваться, видимо, да, раз вы остаетесь пока в отношениях. Ваше ожидание от этого человека, если союз сохранится, ожидание именно. Рыцарь Пентаклей, ну хоть что-то делай, да, ну хоть что-то ты делай, хоть работай по дому, ну вот даже не умеешь-то быть романтичным, ну делай ты хоть что-то, хотя бы пока по шажочку в день. Лошадь рыцаря Пентаклей очень медленно катится, ну вернее идет, но она идет, она не всегда стоит на месте. И вам достаточно, чтобы человек хоть как-то ответственно подходил к своей жизни и к жизни окружающих, и хоть что-нибудь делал, хоть что-нибудь. Вот рыцарь Пентаклей – это делать что-то на совесть, это делать что-то в жизни, да, и делать хоть что-нибудь каждый день помаленьку. То есть в этом весь смысл, да. То есть вы этого ожидаете от человека, если союз сохранится. А что подталкивает к разводу? Тройка жезлов. Ну, вообще, к разводу подталкивает новая жизнь, на самом деле. То есть, по сути, хочется полностью обновить свою жизнь, поставить новые цели, может куда-то переехать, уехать, сделать что-то вот радостное. То есть, в этом суть. Причина только в этом. Ну, вообще, вы могли бы вместе это сделать, только нужно понять, как. Что этому человеку может понравиться настолько, чтобы он шевелился, да? То есть нужно всего лишь ответить на этот вопрос. Вот у меня, были такие наблюдения, да, что в одной какой-то паре, я не буду говорить в чьей, там не называем ни имен, никаких этих, мужчина был очень пассивный. И тут ему пришла на почту посылка. Как он бежал. Вперед паровоза, вперед всех прям несся. Ему не важно было день, ночь. Он за своей этой посылкой вот прям летел, понимаете? И вот я говорю, нужно посмотреть, куда вот он летит, вот не разбирая дороги, и что его вот так вот очень сильно подстегивает. И этим и стимулировать, конечно. Вот какое решение именно вы примете в отношении сохранения союза? Именно вы. Правосудие. Все должно быть по справедливости. То есть, да, карта может даже показывать, что вы будете угрожать человеку разводом, судом. Вот. И вы очень хотите, чтобы вы были на равных. Ну, то есть, вы сколько делаете для отношений, и человек столько же делает для отношений. То есть, это ваши прям требования, и это ваше решение. Мы можем остаться вместе, если ты будешь выполнять это. Но если этого не будет, я подам на развод. Каким будет ваше общее состояние в случае развода? Давайте смоделируем ситуацию. Вы развелись. Карты пока развода не показывают, но вы развелись. Вот представим эту ситуацию. Общее состояние – это императрица. Это довольно спокойное состояние. То есть, если вы разведетесь, вы оба будете довольно спокойны.
Что будет именно в вашей личной жизни, если вы разведетесь? Паж кубков. Ну, во-первых, тут такая лодка, Венеция, да. Может, и правда попадете в какую-то другую страну, там, среду, местность, может, уедете куда-то. Но у вас будет новая любовь, новые отношения. Но паж кубков — это пока что только флирт. Запомните это. Только флирт. И не более того. То есть это какие-то начальные отношения. Дальше вам карты пока не сообщают. Они говорят, ну, познакомишься, ну, влюбишься, ну, там будет любовь какая-то. Что будет в личной жизни этого человека, с которым вы расстаетесь? Король кубков. Король кубков — это более, конечно, серьезная ситуация. Ну, первое, смотрите, если в негативном ключе человек может выпивать, ну, так и остаться вот на том же самом месте. Вот смотрите, у них позы такие прям одинаковые. Видите? Видите, вот это прям одно лицо практически, только этот еще и в маске. То есть ваш человек наденет маску, да, и так и будет сидеть, может быть, вообще просто жить в свое удовольствие, как он и жил, там, в своей какой-то обстановке пассивной, да. Может быть, выпивать начнет, а может быть, если в позитивном ключе, то очень быстро женится, потому что король кубков — это более серьезные отношения, чем паж. Паж кубков, кстати, может намекать на то, что у вас еще в жизни, если вы вот, женщина, допустим, и довольно молодая, или мужчина и довольно молодой, даже может быть еще ребенок. Вот. Но это скорее вот какие-то отношения начальные, да, вот такие с эйфорией, с влюбленностью, а дальше типа гадать в другом видео, да. Ну, вот такой ответ. Я вам дала пищу для размышлений. Пока, конечно, развода не видно, но если вы разведетесь, перспективы у каждого из вас, в принципе, я бы сказала, есть. Убираю карты обратно в колоду. Вторая позиция. Будет ли развод? Если будет, что там будет? Если не будет, то что будет тогда? Вот. И у нас розовый кварц. И первая карта — состояние отношений на данный момент. Десятка кубков. Большая семья, что ли? Ой. Что тогда, разводитесь? Десятка кубков — хорошая карта, показывает хорошую семью, в принципе, где как-то и родственники подключены, многочисленные. Может, вы от них и бежите, что у вас там, как говорится, 7 по лавкам, и еще и родни целая куча, да, и все как чайки вологодские налетели. Может быть. Но десятка кубков так-то неплохая семейная карта, где там много родственников, много детей, все там как-то связаны, более-менее общаются, собираются или живут вообще в одном доме целым табором, да. Но здесь прям много народу показано, если честно, прям много-много. Большая семья, типа, или там очень крепкая семья, в принципе. Ну, я вот знаете, что только? Я вот как, ну, вижу, мужик вот тут детей катает на плечах, женщина как-то вот так. Да, женщина, да, типа с детьми. Тут у нас, типа, в возрасте люди, да. Ну, опять же, все вроде свои обязанности более-менее выполняют. Хорошо. Может, у вас квартира, дом, там, ну, все это есть. Можно ли сохранить или улучшить отношения? Каким образом это сделать? Двойка пентаклей. Хочешь жить, умей вертеться, да? Ну, и вот если человек вдруг... Вот у вас хорошая семья, вы считаете, а человек хочет с вами разойтись, да? Ну, со стороны высших сил, с вашей стороны видно, что семья хорошая, допустим. А человека вдруг что-то там взбеленило, да? И он такой, ну, типа, не хочу, все, разводимся. И вот двойка пентаклей, она говорит, что вам нужно показать все свои самые лучшие качества. Вот прям улучшить отношения можно, но нужно повертеться для этого. То одной своей стороной повернись, то другой. По двойке пентаклей много тренировок идет у человека. Он очень накачанный и как все мышцы проработаны, поэтому, может быть, нужно заняться спортом, наладить фигуру, сесть на диету, улучшить внешность. Да? Но это для женщин. Да, иногда для мужчины. Иногда мужчины так обрюзгивают, да, вот в личной жизни. И я не исключение, и мой муж тоже. То есть те, кому по 40, знают, о чем речь.
Вот, ну, мне 39, муж 41. Вот, в принципе, все то же самое, да, вот у всех одни проблемы. То есть мы склонны к тому, чтобы много есть. Да? Или, знаете, еще есть люди, которые подышали около шоколада и сразу поправились на 10 килограмм. Это тоже вот к многим относится, и ко мне тоже. Поэтому это не то, что вот я вас обвиняю, что вы пожирнели, там, что вы не следите за собой, а это у всех одна и та же проблема. Не то, что вот это вот вы одна такая или один такой, а вот я вот лучше. Да нет, это у всех такая проблема. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите сохранить отношения, а от вас уже кто-то куда-то пошел, ну, попробуйте. Если вот вы прям... Я бы вот, допустим, ну, пошел, иди, да. Если ты пошел, ты можешь идти. Я бы удерживать не стала. Никого никогда. Но если вы хотите удержать, ну, начинайте тогда наяривать, там, худеть, там, работать над собой, менять наряды или еще что-то такое. Я бы не стала из принципа, поправилась 2 раза еще. Знаете, еще бородавку какую-нибудь. Пошел, иди. Но это вот у каждого свой уровень вот этот наглости, самоуверенности. У меня вот он завышен, поэтому... Я бы нашла еще там в 3 раза лучше мужика, и все. Хорошо, итог. К чему придет ваша пара, каково будет их общее решение? 4 кубков. Вот один отворачивается от другого. Вот тот ему предлагает, типа, ну давай кубок, вот возьми, да. Ну это вообще предлагает Бог кубок, но если вот в плане пары смотреть. А второй отворачивается. То есть один из вас отвернулся явно от другого. И вот хоть, ведь мне кажется, вот иногда вот хоть и спрыгайся, если честно. Но прыгать можно попробовать. Высшие силы же советуют прыгать. То есть 4 кубков, она не всегда рассказывает нам о кардинальных решениях в виде развода. Развод — это башня, развод — это 13-й аркан. Развод — это 10 мечей бы показала, да? Правосудие могло бы показать тоже. Но не 4 кубков. А тут скорее зависающая какая-то ситуация. Вот никакого решения так и не вынесено. Потому что один старается вроде как сохранить отношения, а второй от него воротит нос. Понимаете? Вот бывает такое, что что-то случилось, да, надломилось, что ли. Конечно, заставить кого-то себя любить невозможно. Ну, давайте посмотрим ваши ожидания от человека, если союз сохранится. 9 пентаклей. Ну, вы ожидаете от человека внимания, обеспеченной жизнью, подарков. И вот как-то, что он повернулся к вам, видите, собака и девушка здесь на карте. То есть мы как-то верны друг другу, мы спокойно живем. То есть вы хотите вернуться обратно в ту зону комфорта, где вы были раньше. То есть единственное, что вы хотите, это вернуть все по-старому. Все. Вот. Мол, вернись, как ты это. Ну, вот видите, прям на вашу карту вот эту, да, на ваше желание прям 8 мечей упала. То, что ты ждешь, трудно сделать. И практически невозможно. Причина развода, что подталкивает к разводу вообще? Мир. Ну, давайте уточним. 4 мечей. Вы знаете, что подталкивает к разводу в основном? Это то, что что-то подытожено, завершено, и человек выходит просто в другой, ну как, на другой уровень жизни, в другую стадию жизни, на другой цикл, я не знаю. То есть пытается сменить полностью обстановку. И 4 мечей в основном может показывать, что человек сначала на вас за что-то обиделся, потом его чувства куда-то ушли, к сожалению. И вот как не больно это говорить, да. И этот человек успокоился, но чувства не вернулись. Вот так. Это что-то обидело этого человека. Так, какое решение именно вы примете в отношении сохранения союза? Вы только в сторону того, чтобы сохранять союз. С вашей стороны
Вот вы очень хотите, видимо, сохранить союз. Со стороны этого человека полное наоборот. Да. Каким будет ваше общее состояние, если вы разведетесь все-таки? Тяжелое. Но видите, тут у нас птица Феникс, то есть возрождение придет, возрождение грядет, но сначала будет очень-очень тяжело обоим. Именно обоим. Если есть дети, еще и детям тоже будет тяжело. Что будет именно в вашей личной жизни, именно в вашей, если вы разведетесь? Вы будете строить другие отношения, у вас будет любовь другая. То есть я вам даже советую здесь разойтись, несмотря ни на что. Потому что я говорю, хоть ты как и спрыгайся, если у человека вот такое произошло уже в душе, да, что вот он чувство потерял, а вернуть не смог. То есть, мне кажется, его надо просто отпустить во свояси, и все. Ну, а как? Что будет в личной жизни этого человека? Колесница, он уедет куда-то. Уедет, что один, что с кем-то, это не важно. Важно, что уедет. И будет жить в другом месте, на расстоянии от вас. Ну, вот так. Вот так. Но у вас будет еще любовь, если вы решитесь на этот развод. Тут что-то такое прям произошло. Да, вы можете... Вот давайте так, смотрите. Каждый из вас, кто не хочет разводиться, очень трудно отпускает эти отношения и всегда надеется, вот как человек перед смертью, да, надеется, что он все-таки выживет. То же самое с отношениями. Перед разводом всегда тот, кто не хочет разводиться, до последнего надеется, что отношения будут сохранены. И вам дали совет карты, да, ну вот повернись той стороной, своей другой. То есть продемонстрируйте все свои самые лучшие качества и попробуйте реально измениться. Спорт, диета, внешность. Не знаю, что там может вас не устраивать, но дело, конечно, не во внешности, но можно внешностью взять здесь. То есть обновиться, и вот человек в вас обновленного или в обновленную может снова влюбиться, вот так. Хотя бы попробовать. По крайней мере, вы от этого только выигрываете, потому что вы как обновленный, уже такой спортивный, красивый, там, не знаю, здоровый человек, войдете даже в следующие отношения, если что, быстрее, да? Потому что, ну, привлекательные люди привлекают, а отвратительные отталкивают, да? Ну, то есть это все нормально. Поэтому, ну, может, тогда так. Ну, или какие-то еще свои качества. Не знаю, может, вы супермодель там, да? А я вам советую внешность поменять. Ну, может, есть какие-то другие качества, которые вы положительные можете продемонстрировать. И если вы продемонстрируете, есть еще какие-то шансы. Вот. Ну, вот такой вот ответ, да. Я убираю карты обратно в колоду. Итак, третья позиция. Третья позиция. Зеленая яшма. И первая карта – это состояние отношений на данный момент. Рыцарь мечей. Это очень тяжелые отношения, где люди ругаются, да. То есть в отношениях идут скандалы. Если не узнаете свои отношения, вам в другую позицию. Именно в другую. Не забывайте об этом никогда. Но здесь, в третьей позиции, рассматриваются отношения, где либо человек агрессор, есть один агрессор, а второй подушечка для битья, да, то есть тиран. Либо идут баталии, то есть постоянная ругань, конфликты, скандалы. И ужасное такое состояние, вот когда тебя оскорбляют, да, вы можете оскорблять, человек может оскорблять, то есть кто кого. Я уж там не знаю, кто из вас тиран, кто подчиненный вечный, да, ну, вот такие вот отношения. Или вы на равных друг друга бьете там, да, палками. Ну, в любом случае, да, вот такие резкие высказывания, как гадкие слова могут быть. Выводы неожиданные, да, там, ревность, ну вот склоки. Можно ли сохранить или улучшить эти отношения? И каким образом это сделать? 15-й аркан. Вот все зависит от того, чего вы хотите. Карта 15-й аркан показывает, что, возможно, на эти отношения наведена порча. То есть мешали с негативом, да, там, черной магией, это понятно. И, мол, пока не почистишься, отношения не улучшишь.
Тут еще зависит от того, хотите ли вы отношения сохранить реально. Вот если вы хотите, тогда с вашей стороны идет это желание, и 15-й аркан показывает поставить человека в зависимое положение. Ну, то есть именно и манипулировать, и иметь над ним власть и контроль с помощью чего-то. Но это очень гадко, я вам скажу. То есть удерживать кого-то силой практически, да, или какими-то условиями, типа ты, если разведешься, я тебя разорю. Это, ну, гаденько. Но это способ, чтобы сохранить эти отношения, да. Я не знаю, как насчет улучшить, но, по крайней мере, вы не разведетесь. 15-й аркан также может показывать соблазнение, ну, там, в смысле, да, влечение, которое вы можете очень сильно увеличить, это влечение друг к другу, да, там, предложить альтернативы и на этом крючке держать человека. Но это всегда какой-то крючок. То есть сказать, что вот это вот как-то нормально, я тоже не могу. Но чаще всего здесь карты показывают, что вмешались в ваши отношения черной магией. Итог. К чему придет пара, каково будет их общее решение? 6 пентаклей. Пока поговорить. То есть пока еще не сказала бы, что прям четко развод, но вы можете и договориться до развода, судя по карте. Эта карта, она всегда показывает все-таки какое-то равновесие. Иногда это договоренность пойти в суд и все решить мирно, да. Но бывает такое, что в диалоге люди доходят и до того, чтобы не разводиться. Но диалог будет. То есть шансы еще вот договориться есть. Ваши ожидания от человека, если союз сохранится. 10 жезлов. То, что этот человек будет трудиться, работать, не покладая рук и ног. Прям вот так. И испытывать будет чувство вины еще. Причина развода. Что подталкивает к разводу? Звезда. Мечта какая-то подталкивает к разводу. Человек на расстоянии может подталкивать к разводу. Какая-то иллюзия. Чьи-то зависимости иногда. Или измененное состояние сознания. Да, такое тоже может быть. Или та же порча, но звезда, она может показывать, что человека ввели в заблуждение, да, то есть создали ему какую-то красивую иллюзию, картинку, которой нет. Какое решение вы примете в отношении сохранения союза? Именно вы. Именно ваше решение. 5 мечей. Драться. Вот у вас прям какие-то агрессивные отношения и добить этого человека, да, драться, добить. Отомстить, вот может быть, за что-то отомстить. Тоже может быть. Но в плане сохранения, скорее, вы очень сердитесь. И будете сердиться. И, ну, это может даже не довести вас до договоренностей каких-то, да. То есть, или человек будет агрессировать, а вы уже видите, что невозможно остановить, и вы ему тоже наподдаете. Тут, я говорю, у вас какие-то очень такие отношения, да. Каким будет ваше общее состояние, если вы разведетесь? Сила. Ну, сила, она показывает, что каждый из вас будет стараться показать свои зубы, да, и рычать друг на друга, но постепенно ваши взаимоотношения придут все-таки в какую-то норму, понимаете? То есть постепенно вы найдете подход друг к другу уже после развода тогда. Но сначала вот прямо и рычит, и кусается. Все-таки будете много ругаться. Что будет в вашей личной жизни, если вы разведетесь? Именно в вашей, кто гадает. Паш кубков. Отношения. Причем карта показывает именно начальную стадию отношений. Может быть, дорога, и там отношения. Может, курортный роман. Но какие-то вот удивительные с эйфорией, да, отношения, когда много сюрпризов, подарков, знаков внимания, свиданий. Но карты не показывают, а насколько далеко отношения эти зайдут. Но тут даже есть возможность завести, я уже говорила, это в другой позиции тоже выпадало, ребенка, если у вас возраст позволяет. Что будет в личной жизни человека, которого вы загадали? Ну, вашего супруга или супруги, отшельник. Человек может остаться один навсегда. Самое интересное, что может даже пойти по пути духовного развития, сильно духовно развиваться, да.
Ну, долгое одиночество или навсегда это одиночество. То есть, может быть, это из-за порчи так идет, может еще что-то. Но человек может даже быть в паре, но чувствовать себя одиноким. Вот. Не то, что потерянным, а именно одиночкой. Я больше никому не доверяю, я одиночка. Вот так. Даже может завести отношения, но тот человек, кто с ним будет, не добьется от него должной взаимности, вот так могу сказать. А именно будет видеть перед собой человека отстраненного, и тот, кто очень мало делает для отношений, а скорее занимается своими делами. То есть вот до такой степени. Ну, что могу сказать? Вы еще можете стать счастливой или счастливым, а этот человек может это в меньшей степени или через очень длительное время. Но раз у вас идут такие скандалы или какие-то склоки, да, вам надо хорошо подумать, а стоит ли быть в таких отношениях. Ну, вот такой ответ для вас. Спасибо за внимание. Надеюсь, что все поняли, приняли. И до новых встреч.